Друзья, приветствую вас на своем канале «Словения с Хельга Уайт». Сегодня я решила для вас записать внеплановый неожиданный репортаж, и для этого есть весомая причина. В понедельник всю Словению потрясла грандиозная новость, которая связана со шпионским скандалом. Словенская служба контрразведки раскрыла группу людей, которые занимались шпионажем в пользу российской разведки. Эта новость облетела не только всю Словению, но и все мировые СМИ, и даже некоторые российские СМИ сообщили об этой новости. Интересно то, что эти люди находились в Словении, имея гражданство Аргентины, соответственно, они имели аргентинские паспорта. И что самое интересное, они поменяли свои имена и фамилии на аргентинский манер. Их звали, сейчас я вам прочитаю, как их звали, потому что это просто невозможно запомнить. Их звали по новым паспортам Марио Росса, Майер Муньос и Людвиг Гиш. Они сделали это специально, чтобы никто не догадался, что они являются выходцами из России. Их дети ходили в обычную славянскую школу. И, конечно же, дети наверняка не догадывались, чем занимаются их родители. Сейчас этим людям грозит срок лишения свободы до 8 лет. Друзья, посмотрите, за моей спиной находится бизнес-центр, который называется Леснина. В этом бизнес-центре якобы российские шпионы имели офис. И в этом офисе у них была открыта и зарегистрирована словенская компания, которая занималась произведениями искусства, антиквариатом и устраивала выставки по всей Европе. Посмотрите, вот так вот выглядит этот бизнес-центр внутри. Знающие люди нам сказали, что фирма шпионов находилась на 5-м этаже. Вот из достоверных источников мы узнали, что они находились вот на этом этаже. Но наверняка уже не осталось никаких опознавательных знаков. Радио Европа. К сожалению, табличек уже нет. Вот она! Вот она! Смотрите, мы обнаружили этот офис. За этой дверью находились российские шпионы. Они вот здесь вот арендовали, не знаю, может быть, не арендовали, может быть, он у них был куплен, но вот он, этот их офис. До всей этой истории я о шпионах только читала в книге и никогда не могла даже представить, что это может происходить где-то очень-очень близко. Конечно же, остается вопросов больше, чем ответов. Очень интересно знать, что же они все-таки пытались узнать, какую информацию они пытались, пробовали, хотели передать в российские спецслужбы. Этим людям сейчас грозит до 8 лет лишения свободы, и непонятно, что будет с их детьми, которые являются уже гражданами Аргентины и имеют вид на жительство в Словении. Как сложится судьба детей, совершенно непонятно. Друзья, если вам было интересно, то не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, оставлять свои комментарии и ставить лайки. До новых встреч, пока-пока!